В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. 4 сентября начался официальный визит президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику. В этот же день Рауль Хаджимба и президент Сирии Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Позже состоялись подписания ряда межправительственных соглашений о пребывании официальной делегации Республики Абхазия в Сирии и главных итогах визита. В репортаже Ирины Аршба. Первый день официального визита в Сирию состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе переговоров президент Республики Абхазия и президент Сирийской Арабской Республики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений. По итогам переговоров был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Рауль Хаджимба наградил президента Сирии орденом Афидз Абша первой степени. Башар Асад, в свою очередь, вручил Раулю Хаджимба наивысшую государственную награду – орден Амиядов. С церемонии возложения цветов к мемориалу погибших военных Сирийской Арабской Республики начался второй день официального визита президента Абхазии в Сирию. Президент Рауль Хаджимба в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа, командующего Южным военным регионом генерал-майора Марвана Харири и почетного караула возложил венок в цветах флага Республики Абхазия к могиле неизвестного солдата, которая является мемориалом сирийским солдатам, погибшим во время сражений. Президент также посетил музейный зал под куполом мемориала, где ему и членам официальной делегации Республики Абхазия провели экскурсию. Глава государства оставил памятную запись в книге почета. Затем Рауль Хаджимба встретился с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом. В Сирии высоко ценят поддержку со стороны Абхазии. Сирийское руководство наблюдает за Республикой Абхазия и надеется, что отношения между двумя странами будут динамично развиваться, отметил Имад Хамис, приветствуя президента Абхазии. Рауль Хаджимба поблагодарил премьер-министра Сирии и отметил, что для Абхазии этот визит – важное историческое событие. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения развивались и были полезны для обоих народов, подчеркнул президент. После встречи было подписано межправительственное соглашение по созданию совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. С абхазской стороны документ подписал министр иностранных дел Даур Кове, с сирийской – глава по планированию и международному сотрудничеству Имад Сабуни. Также было подписано межправительственное соглашение в сфере торговли и экономического сотрудничества. Свои подписи под документом поставили министр экономики Адгур Ардзенба и министр экономики и торговли Мухаммад Самер Аль-Халиль. Возможность подписания такого соглашения, выстраивания экономических отношений между нашими странами мы обсуждали еще в прошлом году, когда были здесь в рамках делегации на выставке. Но тогда, как вам известно, Сирийская Арабская Республика еще не установила дипломатические отношения с нашей страной. Сегодня все это стало возможным. Что дает нам это соглашение? Что дает Республике Абхазия это соглашение? В первую очередь, это возможности для наших предпринимателей открыть новые торговые пути для реализации своих товаров и услуг. Потому что между нами расстояние не такое большое, если вот именно торговые пути оценивать, то это 1400 приблизительно морских миль морским путем. Это приблизительно от 3 до 5 дней. Это достаточно короткое расстояние. Сирия, несмотря на то, что здесь многие годы продолжается вооруженный конфликт, война, постепенно восстанавливается. Это интересный рынок для реализации абхазских продуктов. Это интересный с точки зрения направления в части импорта в Абхазию продуктов, произведенных здесь. Это возможность выстраивания каких-то совместных предприятий, создания совместных предприятий, ориентированных на российский рынок. Конечно, экономическое взаимодействие, экономические отношения между нашими странами на сегодняшний день они в таком ощутимом объеме отсутствуют, но сейчас уже дело за нашими предпринимателями. Еще раз повторюсь, наша задача государственных деятелей создать максимально комфортные условия для того, чтобы предпринимателям было удобно и комфортно работать. Поэтому эти условия созданы, документы подписаны, сейчас осталось только работать. В этот же день состоялась встреча Рауля Хаджимба со спикером Народного собрания Сирии Хамудом Ас-Сабак.
В ходе визита в Дамаск президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба также встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Александром Киншаком. Посол выразил готовность оказать содействие коллегам из Республики Абхазия в налаживании деятельности будущего посольства Абхазии в Сирии. Рауль Хаджимба поблагодарил Александра Киншака. Он также подчеркнул, что Абхазию и Сирию объединяют древние исторические связи, абхазская диаспора, проживающая в Сирии, и, безусловно, борьба за свободу своей родины. Программа пребывания президента Абхазии в Сирийской Арабской Республике включала экскурсии по достопримечательным местам Сирии. Так, Рауль Хаджимба посетил одну из крупнейших и старейших мечетей в мире – мечеть Амиядов, более известную как Большая мечеть Дамаска. По приглашению принимающей стороны президент посетил города Саидная и Маалула. Здесь расположены одни из старейших и крупнейших в мире женских монастырей – Девы Марии и Святой Феклы Равноапостольной. Рауль Хаджимба и члены делегации также побывали на Восточном базаре. Местные жители очень тепло встречали гостей, а некоторые из них вручали президенту памятные подарки. В четверг вечером Рауль Хаджимба принял участие в открытии юбилейной 60-й Дамасской международной торгово-промышленной ярмарки. Наша страна уже во второй раз принимает в ней участие наряду с 48 представителями государственных и частных компаний со всего мира. В прошлом году знаменитая Дамасская ярмарка после 5-летнего перерыва возобновила свою работу. Дамасская международная ярмарка – одна из старейших в ближневосточном регионе и главное событие года в выставочной жизни Сирии. Здесь осуществляются деловые контакты ведущих сирийских промышленных, торговых, сервисных компаний и организаций с их иностранными партнерами. Для иностранных фирм Дамасская международная ярмарка – один из лучших способов проникновения, закрепления и расширения своего присутствия на сирийском рынке. В рамках официального визита в Сирийскую Арабскую Республику президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с речью на церемонии открытия выставки. Абхазия принимает участие в ярмарке второй год. На церемонии открытия выступили солисты ансамбля «Кавказ», которых зрители приняли очень тепло. После церемонии открытия Рауль Хаджимба прошелся по выставочному павильону. Президент осмотрел абхазскую продукцию, представленную на ярмарке, и пожелал всем, кто задействован в организации работы павильона, успехов. Абхазский павильон, организованный торгово-промышленной палатой республики, традиционно пользуется большим успехом. Ее масштабность вызвала восторг не только у посетителей выставки, но и представителей власти Сирии. Если в прошлом году Республика Абхазия принимала участие в выставке в качестве почетных гостей, а флаг республики впервые развивался наряду с другими странами-участницами, то в этом году в связи с признанием Сирии независимости Абхазии делегацию ТПП принимают на самом высоком уровне. Кроме того, первый день открытия ярмарки был объявлен его организаторами Днем Абхазии. В день официального открытия 60-й международной Дамасской универсальной ярмарки президент ТПП Республики Абхазия Тамила Мирцхулава и председатель Союза ремесленников Сирийской Арабской Республики Нажи Аль-Хадуа подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках соглашения принимающая сторона обратилась к президенту ТПП Абхазии с просьбой организовать в нашей республике специализированную ярмарку для презентации продукции ремесленников Сирии. Кроме того, обсуждалась возможность открытия торгового дома, где будет представлен широкий ассортимент сирийской продукции с целью поддержки и содействия в поиске нового рынка и бизнес-партнеров на территории Абхазии. В пятницу президент Рауль Хаджимба встретился с представителями абхазской диаспоры. До войны в 2011 году в Сирии проживали около 1700 абхазов. Сейчас их численность сократилась до 400 человек, половина из которых воюет в составе правительственных войск. Представители диаспоры тепло встретили президента. Рауль Хаджимба обратился с приветственной речью к представителям диаспоры. Дорогие наши братья, я горжусь тем, что вы у нас есть. Мы гордимся тем, что сегодня выстроены те отношения, которых ждал абхазский народ долгие годы. Сирийское руководство приняло смелое решение. Асад сделал мужественный шаг, пойдя на признание Абхазии. Наша дружба, не сомневаюсь, будет на долгие годы, на века. Мы, ступив на землю Сирии, почувствовали ту теплоту, то добро, которое сеет сегодня этот народ. Абхазия прошла очень сложный путь, но она выдержала. И сегодня, благодаря тем усилиям, которые были предприняты всеми нашими друзьями, от России начиная, и сегодня признание Сирии – это величайшее для нас событие, все рядом с нами. В трудные годы войны с нами рядом были наши братья,
со всех государств, там, где находятся представители нашей кавказской диаспоры, в том числе и Сирии. Только поэтому мы и победили. В войне победить непросто. Труднее строить мирную жизнь. Мы на этом пути. Здесь я увидел далеко идущее то, что в глазах людей, воюющих, светится добро. У народа Сирии великое будущее. Те, кто сегодня противостоит Сирии, называют себя цивилизованными государствами. Ничего не может быть сравнимо с тем, что есть здесь в Сирии. Цивилизация в головах людей. Никакая техника, никакое вооружение не сможет победить сирийский народ. И маленькая Абхазия с вами. Я искренне хочу, чтобы наши отношения, которые начали складываться только-только, имели бы продолжение на долгие века. Да хранит вас Господь, да хранит вас Всевышний. Как отмечали в своих выступлениях представители абхазской диаспоры в Сирии, для них приезд Рауля Хаджимба и всей абхазской делегации – важнейшее событие. Ведь это старт новых отношений между их исторической родиной Абхазией и ставшей уже родной сирийской землей, которая приняла их в самый тяжелый период для всего черкесского народа. Несмотря на то, что представители диаспоры много лет живут вдали от родины, здесь, в Сирии, они стараются сохранить в себе все те качества, которые в Абхазии в почете – гостеприимство, храбрость и смелость. Они интересовались, чем сейчас живет Абхазия, задавали президенту вопросы, связанные с переходом границы, ведь многие из диаспоры мечтают посетить родину. После встречи с диаспорой Рауль Хаджимба посетил могилу и почтил память выдающегося сына абхазского народа, генерал-майора армии Сирийской Арабской Республики Уалида Маршан Абаза. В субботу в рамках официального визита президент Рауль Хаджимба встретился с представителями бизнес-сообщества Сирии. Вечером глава государства отбыл на родину. Тема первого официального визита делегации Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба всю неделю в центре внимания средств массовой информации и граждан нашей страны. О том, какое значение имеет этот визит для Абхазии, каковы были предпосылки к признанию Абхазии Сирии и, как следствие, к подписанию главного договора между двумя странами о дружбе и сотрудничестве, а также каким содержанием он будет заполняться, мы обсудим с гостем студии, начальником экспертного управления администрации президента Абхазии Асланом Барциц. Здравствуйте, Аслан Сичурбеевич. Здравствуйте. Мы обсудим самое главное событие этой недели, а именно визит президента Абхазии Рауля Хаджимба, первый официальный визит в Сирийскую Арабскую Республику. В этот же день, 4 сентября, был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между нашими странами, между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Оцените, пожалуйста, вот это событие. Во-первых, сам факт подписания договора и факт официального визита, совершившегося в эти дни. Да, спасибо. Но прежде чем давать оценку, конечно, безусловно, значимого визита, я хотел бы вкратце остановиться на предыстории этого вопроса. Как известно, Сирийская Арабская Республика официально признала независимость, государственность Республики Абхазия. И во многом мы считаем, что это знаковое событие, которое произошло после признания Российской Федерации. Давайте обратим внимание на карту и на значимость самого государства сирийского в геополитике, в большой игре так называемой политической. Сирия граничит с Турцией, с Ираком, с Иорданией и с Израилем. Вот, находясь в окружении вот этих государств, конечно, трудно переоценить значение, геополитическое значение, еще раз повторяю, Сирийской Арабской Республики. И поэтому сегодня там мы видим из средств массовой информации, разворачивается серьезная борьба ведущих держав за влияние на Сирию. И еще раз хочу подчеркнуть, что признание Сирийской Арабской Республики, независимости Республики Абхазия, это, конечно, является очень знаковым. У Сирии в регионе много союзников. И, возможно, это станет как бы следующим шагом на пути к признанию другими странами, в том числе и союзниками, еще раз повторяю, Сирии. Это один момент. И второй момент, что бы хотелось отметить, что на самом деле впервые в истории на таком высшем официальном уровне
после признания происходит визит нашей делегации во главе с президентом республики Рауль Джумковичем Хаджимба. Делегация солидная, входит практически все руководство страны, и на самом деле подписаны значимые договора, которые дают возможность более, раскрывать наши взаимоотношения и в политическом, и в экономическом плане, культурном плане, полностью раскрывать наши взаимоотношения. Мы должны с вами еще вспомнить о том, что, конечно же, признание Сирийской Арабской Республики произошло не на пустом месте. Мы знаем, что большущая диаспора наша находится в Сирии. Мы знаем фамилии знаковых людей. Валид Маршан, царство ему небесное, и его брат Шараф, вот такой известнейший человек, это родные братья, который приложил немало усилий для того, чтобы, во-первых, связь между абхазами и исторической родиной была. И в то же время мы знаем, что семья Маршан очень близка с семьей Асадов, еще начиная с Хафиза Асада, это отец нынешнего президента Башара Асада. И поэтому говорить о том, что только благодаря Российской Федерации, тоже было бы, наверное, несправедливо, так как все-таки так получилось, что вот абхазская диаспора, исторически так сложилось, что представители Маршан в первую очередь были и есть на сегодняшний день, так скажем, союзниками, соратниками ныне действующего президента. Ну и были визиты, я хочу напомнить, представителей ТПП, представителей МИДа в Сирийскую Арабскую Республику. И, возможно, это тоже сыграло свою роль, потому что были уже какие-то связи налажены. Безусловно, это являлось как бы таким подготовительным таким периодом, когда вы правильно отметили, что и представители торгово-промышленной палаты, и МИДа, они занимались своими вопросами и так далее. Но вот когда вот сейчас подписаны вот эти все договора, да, перед бизнесом, абхазским бизнесом открываются широкие просторы, скажем так, да. Наблюдаете ли вы за реакцией в мире по поводу этого визита, или же он проходит незамеченным? Я полагаю, что реакция в целом мирового сообщества происходит, конечно, как бы так замалчивают об этом визите, как бы стараются, они исходят из принципа, они молчат о теме, они не рекламируют саму вещь. Если ты заговорил, о какой-то теме, получается, что ты сам рекламируешь это. Видимо, исходя из этих позиций, они как бы помалкивают. Но мы видим, что сегодня, вот в эти дни, серьезно обострилась обстановка, и ВКС России в том числе ведут определенные операции. И ситуация там, конечно, непростая еще, но в целом можно констатировать тот факт, что, вот в продолжении вашего вопроса, констатировать тот факт, что Россия там все-таки одержала победу. Это признают не только союзники и друзья, но это признают и оппоненты, скажем так, да. И вот если Бог даст, в Сирии наконец-то наступит долгожданный мир, и вот наши взаимоотношения, я имею в виду Абхазии и Сирии, они как бы перейдут на новый уровень, когда можно будет все интенсивнее и больше общаться, это будет безопаснее это делать. И я считаю, что вот у Сирии огромный экономический потенциал. Вы знаете, я вот посмотрел материалы, в Сирии производят буквально все, начиная от нефтепродуктов, да, нефтехимии и так далее, кончая электроники, телевизоры, холодильники. То есть спектр огромный продукции сельского хозяйства. В то же время и у Абхазии, и у Сирии вот сейчас после войны, когда надо будет восстанавливать и экономику и так далее, всю инфраструктуру, я считаю, что это будет большой рынок для Абхазии, для того, чтобы туда какие-то наши товары, которые будут там интересны, будут востребованы. И вот этим я призываю наше бизнес-сообщество уже сегодня задуматься над этим и занимать вот те пустые ниши, возможные, которые там появятся. К истории, если вернемся, то в момент признания Сирии и Абхазии
ну, звучали голоса, не очень дружественные, о том, что якобы, что это за страна, ее существование само поставлено под вопрос, и она еще там кого-то признает. Вот эта точка зрения, насколько имеет право на существование и насколько действительно Сирия стабильная страна в плане того, что она может кого-то признать, и дальше с ней можно будет работать. Вы знаете, я уже выше сказал, частично отвечая вот на этот вопрос, о роли и значимости, геополитической значимости этой страны. Если бы она не была бы такая значимая, значит, вокруг нее не развивались бы те события, которые сегодня развиваются. В процессе достижения вот, стабилизации ситуации с помощью военных российских, да, мы понимаем, о чем мы говорим, я больше чем уверен, что Сирия станет играть ведущую роль в регионе. Поэтому довольно-таки я очень, так скажем так, со скепсисом отношусь к тем людям или к тем экспертам, которые говорят о некой такой незначимой роли Сирии и так далее. Сирия очень значимая страна. И я еще раз повторяю, что за признанием Сирийской Арабской Республики могут последовать и другие страны, некоторые другие страны, которые находятся в этом регионе. Был подписан в ходе официального визита абхазской делегации во главе с президентом, и были подписаны межведомственные соглашения, в том числе и в области культуры, в области экономики. Ну, в области культуры более-менее понятно, как могут развиваться связи, менее понятно, как будут развиваться экономические связи между нашими странами, с учетом того, что страна на самом деле достаточно отдалена от Абхазии, географически, я имею в виду. Вот с точки зрения геополитического положения или географического положения самой Сирии и Абхазии, насколько эти связи будут прочны и насколько те договоренности будут практически реализуемы? Да, спасибо за вопрос. С точки зрения, значит, бизнеса, бизнес вообще, он предельно всегда, скажем, оптимален, да? Там есть вещи логистика, выход на коммуникации и так далее. Вот если рассуждать с этой точки зрения, Сирия имеет прекрасный выход к морю. Да, и Абхазия тоже имеет выход к морю. И здесь мы, как говорится, без посредников, мы можем через морские сообщения проводить торговлю. Это, кстати говоря, было веками, тысячелетиями. Значит, вот наш регион, скажем, да, условно, торговал, и корабли ходили еще много-много веков назад и так далее и тому подобное. А при современной технике, так скажем, да, то путь корабля от Сирии до Абхазии, он, в принципе, не такой и долгий. Ну, тут добрая воля, конечно, необходимо, нужна и всех стран, участников этого процесса, чтобы там не перекрывали, допустим, дороги в Абхазию и так далее, не блокировали бы суда с товарами, которые идут в Абхазию и так далее и тому подобное. Это серьезная проблема. Да, это серьезная проблема, и я думаю, что при определенных усилиях и с помощью, опять-таки, Российской Федерации можно решать многие вопросы. Самое главное, чтобы мы здесь внутри четко обозначили свою стратегию и тактику по отношению, допустим, к тем же экономическим связям, как правильно выстраивать. Я думаю, вот то, что сегодня, вчера, вот в ходе переговоров были подписаны важнейшие документы, это есть основа, это есть стержень, вокруг которого будет уже нарастать некие определенные связи. И то, что вот торгово-промышленная палата провела свою работу, это все будет распространяться на бизнес в Абхазии тоже и в Сирии тоже. То есть здесь необходимо еще прощупать и понять бизнесменам друг друга, значит, какие есть возможности и так далее, и так далее. Здесь, как говорится, необъятный объем работы, на который я смотрю с оптимизмом.
Тем не менее, вот как эксперт, возможно, у вас есть какие-то предположения, что бы заинтересовало с экономической точки зрения Сирию вот в нашей стране, да, какие бы, не знаю, товары, услуги и наоборот. Ну, насколько вот географическое положение Сирии. Ну, известно, что Сирия довольно-таки засушливая страна, и там ограниченные водные ресурсы, а у нас страна, скажем так, с богатыми водными ресурсами. Это первое, что приходит, как говорится, тут на поверхности, что лежит. Но если копнуть глубже, то я сейчас не хочу забегать вперед, но и думаю, что достаточно у Абхазии тоже каких-то позиций, которые были бы интересны Сирии, да, вот. А то, что касается интереса, конечно, то, что можно из Сирии привезти, тут как бы объем очень огромный, начиная с нефтепродуктов, как я говорил выше, и кончая изделиями разного, самого широкого, текстиль, там, электроника, холодильники, телевизоры, там большой-большой спектр вообще тех предприятий, которые производят те или иные товары. Да, они частично, некоторые из них были, скажем так, повреждены и так далее в ходе военных действий, но судя по тому, какая сейчас идет информация, значит, на тех территориях, где восстановлен мир, на тех территориях, где прочно встали законные сирийские власти, там очень быстро люди адаптируются, очень быстро восстанавливают производство. Вообще сирийцы довольно-таки трудолюбивые и быстры, скажем так, на подъем. Насколько вы считаете, вот этот визит и заключение договора о дружбе и сотрудничестве активизирует связи с абхазской диаспорой в Сирии? Насколько это даст толчок для развития вот этих связей? Да. Самый главный вопрос, конечно, для нас, для Абхазии, это возвращение наших, значит, репатриантов на родину. Здесь в первую очередь важна дорога. Вот коммуникации, когда мы говорим, регулярное сообщение между двумя странами. Если такое сообщение есть, то люди могут на первом этапе приехать, осмотреться, посмотреть, уехать, опять приехать и так далее. Но люди, которые, допустим, условно говоря, они приедут и уже здесь обоснуются, у них есть родственники, друзья, у них есть связи какие-то там у себя дома. И когда есть нормальное сообщение, нормальные коммуникации, это намного облегчает адаптацию вот этих людей, которые здесь остаются. Да? И вот в этом плане, конечно, дороги, коммуникации, свободное перемещение без ограничений, это играет важнейшую роль. И вот когда это все более-менее налажено будет, я уверен, что многие захотят приехать сюда, жить на свою исконную родину. Возможно, они и станут пионерами налаживания экономических связей между двумя странами. Вполне возможно, и скорее всего, что даже это так и будет, потому что мы видим неплохие, допустим, примеры, когда наши абхазы, которые вернулись из Турции, они здесь открывали, налаживали предприятия весьма успешные, и сегодня некоторые из них весьма успешно работают, занимаются бизнесом. Оцените, пожалуйста, общую атмосферу официального визита президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику. На каком фоне проходит, как идут встречи? Вы как наблюдатель, что бы могли сказать? Ну, судя по тем материалам, которые оттуда поступают, а я думаю, что та пресса, которая, значит, сопровождает нашу делегацию по приезду сюда, они будут делать еще с вашей помощью, с телевидением отдельные уже материалы. Но судя по тем даже материалам, которые сегодня поступают, да, визит, конечно, на высшем уровне. И, честно говоря, да, вот меня лично, когда я смотрю эти кадры, как встречают официально, как, значит, лимузин с двумя флагами государственными, как под гимн и так далее и тому подобное, это преисполняет гордость. Любого нормального гражданина Абхазии это не может вызывать какую-то иную реакцию. Наш президент общается на абхазском языке, а уже переводчик переводит на арабский язык. Это тоже является вот символичным таким, что ли, вот показателем того, как
поэтапно, шаг за шагом, несмотря на все трудности, все-таки идет становление абхазской государственности. По кирпичику, по камушку, потихонечку, потихонечку. Конечно, не все так гладко, не все так быстро, как бы нам хотелось. Но чудес на свете не бывает. Поэтому это есть вот тот самый кропотливый, ежедневный, может быть, не совсем такой, знаете, очень сложный и так далее, где надо, условно говоря, хорошенько пропотеть, чтобы потихоньку вот это все к нам пришло. Сделан один из самых важных, сделан первый шаг в отношениях между двумя странами. Что вы думаете будет вторым этапом развития сирийско-абхазских, абхазо-сирийских отношений? Вот вторым этапом как раз будет это наполнение и углубление вот тех договоров, которые были. Но это первый такой официальный визит. За ним должны быть и другие визиты, должны и другие структуры к этому подключаться. И я думаю, что это будет второй этап. Говоря о втором этапе, о чем вы сейчас сказали, как раз в эти дни, вот в эти часы в Сирии проходит международная ярмарка, в которой участвуют 46, по-моему, если я не ошибаюсь, 49 стран, да. И наряду со всеми флагштоками, флагами, где, значит, происходит это событие, гордо реет и абхазский наш национальный флаг. Поэтому вот эти этапы, как раз то, о чем вы спросили, это есть один из вторых, третьих, четвертых этапов. Культурный обмен, вот когда наши возможности культурные, это наш театр может поехать, коллективы танцевальные, песни и так далее, так далее. То есть там лишь бы у нас такие возможности были, чтобы мы могли это все, как говорится, осилить финансово, возможности и перспективы очень широкие. В том числе в туризме. Обязательно, в том числе и в туризме. Я думаю, что почему бы и нет, многие с удовольствием жители Абхазии поехали бы посмотреть Сирию. Там есть на что посмотреть. Там мы видели по телевидению, да, Пальмира знаменитая и так далее, и так далее. Там ведь на самом деле, да, она восстанавливается. Там на самом деле история глубочайшая, уходит далеко в древние времена, поэтому след, конечно, исторически там мощный. И мне лично, например, очень было бы интересно именно вот как туристу посмотреть колыбель цивилизации, да. Я вас благодарю за беседу. Спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо, что пришли на нашу программу. Всего доброго. Удачи, спасибо. До свидания. Впервые за 30 лет в Республиканской детской больнице начался капитальный ремонт, который проводится за счет средств государственного бюджета Абхазии. До конца года будут отремонтированы 2 этажа больницы, 3-й и 4-й. Репортаж Ренаты Шакая. На ремонт детской больницы из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей. Начали с ремонта 2 самых проблемных этажей республиканской детской больницы. Это 3-й этаж, педиатрическое отделение, где лежат больные, и 4-й этаж, отделение для новорожденных детей до года. Следующим этапом, но уже в 2019 году, будет установка необходимого оборудования для этих 2 этажей. Здесь 2 этажа, оба этажа рассчитаны на 45 койко-мест. Где-то к концу декабря, я думаю, уже будут сданы эти объекты. На 1-м этаже у нас приемный покой, который, кстати, отремонтирован тоже с помощью спонсорских денег. 2-й этаж – это у нас лаборатория, там УЗИ отделение, то есть функциональная диагностика, которая проводится, находится на 2-м этаже. Тоже требует, естественно, капитального ремонта, но пока вот мы начали с 4-го и с 3-го этажа. Сейчас на 4-м этаже больницы идут подготовительные работы, демонтаж дверей и окон. Затем в надлежащий вид будет приведено напольное покрытие. И лишь только после этого строители приступят к замене проводки, штукатурки, покраски. Прораб фирмы «Турбазастрой», которая занялась ремонтом здания, Борис Чулокова заверил, что все работы будут выполнены в срок. Сантехнику мы здесь делали, мы заменили всю сантехнику, все трубы, все оборудование. Приступили к 4-му этажу. Сложность, вот видите, сами грибок на стенах, это все надо счищать, обрабатывать. И потом только штукатурка. Половое покрытие будет кафель в коридорах и в предбаннике, а в комнатах ламинат.
Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопо с сожалением отмечает, что все семиэтажное здание на данном этапе отремонтировать невозможно. Но врачи надеются, что далее при государственной поддержке будет заменена кровля, так как после каждого сильного дождя страдает именно последний, 7-й этаж здания, где находится операционный блок, который ремонтируется за счет аквафона. Здесь уже заменены окна и двери, залит пол, укладывается плитка. В конце месяца это отделение будет сдано в эксплуатацию. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Абхазии состоялась церемония принятия военной присяги военнослужащими Вооруженных сил Республики Абхазия, курсантов, поступивших в Сухумское высшее военное общевойсковое командное училище. Курсанты готовились к торжественной церемонии принятия присяги с раннего утра. Позади курс молодого бойца. Впереди 4 года обучения. Изнурительные тренировки, военная карьера. По окончании училища выпускники получат офицерское звание и диплом. В этот знаменательный день поддержать будущих командиров пришли их родные и близкие. Главную роль в подготовке кадров для армии Абхазии исполняет именно Сухумское высшее военное общевойсковое командное училище. Мы начали собирать документы еще в мае месяце по приказу министра обороны. Затем у них было 2 недели для сдачи вступительных экзаменов. Кто сдал успешно, прошел, были допущены к курсу молодого бойца. Курс молодого бойца был сложен. Было допущено 26 абитуриентов, из них сегодня осталось 16. Кто-то по состоянию морально-психологическому своему не выдержал и решил покинуть стены нашего военного училища. Динамику мы прослеживаем уже не 1 год. Я не скажу, что прям огромное такое количество отсеивается. Впереди у них, еще раз повторяюсь, 4 года. За это время еще могут уйти. Но я надеюсь, что мы сохраним то количество, которое сегодня имеем, и вместе с ними, вместе с родителями будем радоваться их успехам. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.